الله أكبر الله أكبر. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Милости и благословения Господа миров всем Его рабам. В хадисах посланника Аллаха, мир ему и благословения, говорится: Аллах любит молодых, которые используют свою молодость для вступления на путь служения и возвеличения своего Господа. С позволения Всевышнего наша программа расскажет вам о мудром и благородном отношении посланника Аллаха, мир ему и благословения, по отношению к молодежи. Молодость – пора процветания жизни человека. Молодые своим энтузиазмом придают свежесть самой природе. Этому периоду жизни присуща жизнерадостность, старание, волнение, любовь к прекрасному, стремление ко всему полезному для себя и для общества. С молодости учиться и приобретать знания – это требование любого общества, ибо неграмотный может или помешать, или навредить. Пророк, мир ему и благословения, всегда относился к молодым с позиции уважения их личности и искреннего внимания к их чистым сердцам и незамутненным чувствам. Отношения пророка, мир ему и благословения, с молодыми людьми строились прежде всего на искренности и взаимном уважении. Такое отношение друг к другу создало прочные связи между ними, вплоть до того, что молодые мусульмане с небывалой самоотверженностью и любовью поддерживали и защищали пророка, мир ему и благословения, и религию Аллаха. Немало усилий потратил пророк, мир ему и благословения, на правильное обучение и воспитание молодежи. В частности, его усилия были направлены на то, чтобы поближе познакомить молодых людей с основами религии, указать им путь познания истины, сделать веру и богослужение основополагающим принципом их жизни и разжечь в молодых душах стремление приобретать религиозные знания. Таким образом, пророк, мир ему и благословения, пробуждал в сердцах молодых людей любовь к Аллаху. Он был убежден, что если молодой мусульманин от всего сердца стремится к Аллаху, то Всевышний обязательно поможет ему в его начинаниях и включит его в число приближенных. Пророк, мир ему и благословения, говорил: Аллах любит молодых, которые используют свою молодость для вступления на путь служения и возвеличения своего Господа. Молодой человек должен не только стремиться приобретать полезные знания, но и еще следить за своим здоровьем. Здоровый образ жизни в молодости является одним из основных гарантов счастья. И наоборот, грех и преступность являются крупнейшими бедствиями молодости. Посланник Аллаха, мир ему и благословения, всячески предостерегал молодежь от погружения в трясину грехопадения и всегда напоминал молодым о необходимости искреннего отношения к своему Создателю. Он радовался, когда видел, что несколько молодых людей занимаются научной работой или проводят время в здоровом развлечении. С улыбкой на устах он входил в их круг и давал им ценные наставления. Храбрым из молодых пророк, мир ему и благословения, считал того, кто сумеет одолеть свой нафс, то есть страсти. Посланник Всевышнего, мир ему и благословения, осознавал важность молодежи и ее роль в распространении исламского призыва, и с самого начала своей пророческой миссии обратил к ним свой призыв. Одними из первых молодых людей, уверовавших в благородного посланника, мир ему и благословения, были Али ибн Абу Талиб, Зейд ибн Хариса, Амар бин Ясир, Абу Бакр. Благодаря своей высокой морали, крепкой вере и своему самопожертвованию на пути религии они вместе с другими мусульманами покорили страны и города, а также души и сердца многих людей. Как мы уже упоминали, пророк, мир ему и благословения, всеми силами стремился сформировать личности юного поколения мусульман и подготовить их для несения возложенной на них миссии распространения ислама в различных условиях и местах. Он старался воспитать в них страх перед Всевышним, который бы укрепился в их душах и проявлялся в делах. В хадисе говорится, что пророк, мир ему и благословения, сказал: «Поистине Аллах восхищается юношей, который далек от увлечений молодости».
Он старался воспитать их в духе покорности и поклонения Аллаху, подчинения Его велениям и запретам. Он призывал молодых людей использовать свой шанс для формирования духовного, физического, умственного и нравственного облика. Пророк, мир ему и благословение, сказал: «Используй 5 вещей, прежде чем наступят 5 других. Жизнь прежде смерти, здоровье прежде болезни, свободное время прежде чем ты станешь занят, молодость прежде дряхлости и богатство прежде бедности». Давайте задумаемся над такими мудрыми и полезными наставлениями и получим с этого огромную пользу с молодых лет, братья и сестры. Многие стремятся найти мудрые наставления и советы в различных современных и, наоборот, в старинных книгах. Но если каждый человек начнет внимательно изучать историю и жизнь посланника Аллаха, мир ему и благословения, то он поймет много из того, что ранее не понимал. Его размышления и представления о жизни станут иными. Дело в том, что посланник Всевышнего, мир ему и благословения, является примером для всех нас, и каждый его поступок и шаг является примером для всего человечества. Стремясь защитить молодые души от разложения и безнравственности, пророк, мир ему и благословения, призывал их к целомудрию и вступлению в узаконенный Аллахом брак. Он сказал: «О молодежь, кто из вас в состоянии стать мужем, пусть женится, ибо это поможет ему потуплять взор и оберегать себя от греха. Тот же, кто не может этого, должен поститься». В этом стоят важнейшие принципы, которыми пророк, мир ему и благословения, руководствовался в общении с молодежью и в формировании их личности и социального духовного склада. Несомненно, целью этого было формирование их совершенного духовного, нравственного, умственного и физического облика, всесторонне развитой личности. Благодаря этому совершенному развитию юноша сможет лучше выполнять свою миссию и свой долг и настойчивее придерживаться основ ислама. Конечно же, если он будет самосовершенствоваться и поступать целиком согласно Корану и Сунне пророка, мир ему и благословения, его не смогут покорить. Его не постигнет слабость, он не отступит и не склонится под порывом искушения, не покорится порочным соблазнам, им не охватит отчаяния, и он не погрязнет в омуте разложения и безнравственности. И по воле Всевышнего такой человек будет счастлив в обоих мирах. Каждый молодой человек обязан ценить милость Всевышнего и быть благодарным Ему. Мы живем в мире, наполненном многими вещами, отдаляющими человека от поклонения своему Создателю. Ежедневные просмотры различных фильмов, компьютерные игры, посещение бесполезных мест, пустые разговоры, часовые обсуждения людей и их поступков и список пустых дел, совершающих ежедневно молодежи, может продолжаться и продолжаться. Ежедневно совершая подобные вещи, ослабевает иман человека, и это очень опасно для мусульманина. Молодежь должна, следуя наставлениям пророка, мир ему и благословения, учиться, стремиться к нравственности, пытаться не тратить время попусту и самосовершенствоваться. Многие из нас плохо знают историю жизни пророка, историю своей религии. И также найдутся те, кто даже не знает, как передавался Коран посланнику Аллаха, мир ему и благословения, и с какой продолжительностью. Это говорит о чем? О том, что мы не изучаем религию и тратим свое время на изучение чего-то другого. Также у каждого человека присутствует лень. Это та болезнь человека, которой очень радуется шайтан, ибо она поглощает человека ежедневно, и человек не совершает то, что намеревался совершить чуть ранее. Изучить определенную книгу, выучить арабский язык и научиться читать Коран, помочь родителям по дому, совершить что-то полезное и тому подобное. Мы являемся последователями величайшего из людей, и уже этим мы являемся теми, кто должен не забывать свою историю и, наоборот, изучать ее и рассказывать о ней другим. Необходимо ежедневно работать над собой и побороть шайтана. Нужно каждому молодому человеку бороться со своими страстями и отдаляться от греховных поступков как можно дальше. Посланник Аллаха, мир ему и благословение, сказал: «Мусульманин должен быть образцом другому мусульманину». Так давайте отдаляться от курения, употребления напитков, пустословия и всего того, что отдаляет нас от Всевышнего, и быть благодарными Творцу Всего Сущего, и брать пример с той молодежи, которая стояла при любых обстоятельствах вместе с посланником Всевышнего, мир ему и благословение. Единство мусульман не будет, если мы сами не будем стремиться и желать этого.
Враги нашей религии ежедневно ведут работу против нас. Так почему мы ничего не делаем, чтобы защитить ее и показать красоту нашей религии вопреки лживым стереотипам? Над этим должен размышлять каждый верующий мусульманин. Дорогие братья и сестры, дорогие телезрители, в ходе нашей программы говорилось о мудром и благородном отношении посланника Всевышнего, мир ему и благословения, по отношению к молодежи. Не тратьте время попусту, совершайте больше благих дел. Берегите себя. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. الله